Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба. Адгур, вы знаете, я вот так сразу, хочу без каких-либо вступительных речей у вас спросить. Вот скажите мне, пожалуйста, так много критики вообще раздается и в адрес общего положения экономики, и в адрес вашего министерства. Скажите мне, пожалуйста, какова сейчас ситуация вообще вот в экономике, на ваш взгляд? Что, собственно говоря, вот происходит? Добрый вечер, Валерий. По Добрый существу. вечер всем телезрителям. Спасибо, что пригласили, дали возможность ответить на эти вопросы. Что касается критики, Валерий, я очень осторожно вообще отношусь к критике и пытаюсь не критиковать никого по мере возможности, потому что если ты кого-то критикуешь, ты как минимум должен уметь сделать лучше или хотя бы предложить, как это сделать лучше. Когда эта критика звучит из уст людей, которые 10-15 лет занимали самые ответственные посты в государстве, государственные, в экономической сфере и так далее, это как минимум напрашивается вопрос, о том, что если вы знали, как это все сделать, почему не сделали, почему наша страна до сих пор в числе тех, кто находится среди малоразвитых государств. Вот. Поэтому здесь, конечно, надо быть очень аккуратным и взвешенным. И вот эта тенденция, что, как бы мягче это сказать, что мы, некоторые непрофильные специалисты, пытаются комментировать сферы, в которых они мало разбираются. Но я бы хотел, чтобы вы все-таки ответили, вот как ситуация в экономике сейчас выглядит, на ваш взгляд? В целом, что можно сказать о экономике нашей страны по показателям? Есть такие показатели, которые вызывают определенный оптимизм у нас. Это, в первую очередь, самый главный, как мне кажется, показатель, это рост собственных доходов бюджета. Несмотря на то, что есть проблемы, есть где-то недобор, где-то, цифры не те, которые мы ожидали. Но в целом, если взять картину, вот как говорят экономисты, реальный рост, если убрать вот все номинальные показатели, инфляцию, о которой часто сейчас вспоминать стали. Вы знаете, можно будет вам пояснить все-таки, что собой представляет этот вот рост собственных доходов? Тут многие, если вернуться к 2000, этот год еще не закончился, к 2015 году это более 20% доходов бюджета собственных средств, вот абхазской части, потому что у нас на две части делится, к сожалению, вы знаете, что мы зависим пока еще от внешней помощи. Если по текущему году говорить, один из ключевых показателей – это экспорт. В прошлом году экспорт у нас увеличился на 50 с лишним процентов. В этом году, уже на сегодняшний день, рост экспорта составил 55%. При том, что рост импорта составил всего 3,5%. О чем это говорит? О том, что сокращается вот эта дельта между экспортом и импортом. Почему это для нас важно, Валерий? Почему и телезрители хочу внимание обратить? Потому что те товары, которые мы покупаем извне, это те товары, которые мы покупаем за деньги, которые мы заработали, которые привезли туристы, которые пришли за проданные товары, деньги уходят из экономики. И вот чем меньше денег будет из экономики уходить, тем больше будет здесь оставаться. В банковской системе, в финансовой системе это даст возможности дополнительного роста. Сейчас пока еще критическая ситуация, но вот второй год подряд у нас рост очень большой. Рост экспорта связан с тем, что есть объективные обстоятельства, которые складываются вокруг нашего государства. Безусловно, это падение рубля, санкции вокруг России, контрсанкции со стороны Российской Федерации на многие товары, которые мы производим. Это вот плюс еще, конечно, и государство оказывает поддержку экспортерам. Вот вы знаете, что не так давно, на днях состоялась выставка «Золотая осень», где наши производители в очередной раз стали обладателями, наша страна стала обладателем высочайшей награды. Но хочу вам сказать, что все расходы по
по всем этим мероприятиям несет правительство, то есть бюджет нашей страны. То есть за счет средств нашего бюджета предпринимателям была дана возможность представить свою продукцию. Более того, мы в 2017 году хотим, сейчас уже закладываем как одну из форм поддержки, уже обсуждали, мы будем субсидировать процентную ставку по кредитам, привлеченным экспортерами. То есть, субсидировать процентную ставку, это что значит? это значит, если бы, Валерий, вы взяли бы кредит, вам бы пришлось за него платить процент, как это принято, если по-простому говорить. Да. Вот этот процент, который вы должны плюсом вернуть банку, вот эту часть этого процента государство возьмет на себя. То есть для вас, как для предпринимателя, который работает на экспорт, этот кредит, если простым языком, почему будет такая дешевле. мысль не приходила вообще-то в голову? Я думаю, что были такие мысли, может быть, возможностей таких не было. Но сейчас какие-то у нас появляются возможности усилиями, да, вот, фискальных структур и ростом экономики в целом. Если взять валовый внутренний продукт, то по прошлому году рост составил 3,7%. Это тоже хороший показатель, потому что в Российской Федерации, наоборот, на 3,7% снижение. Ну, есть показатель по полугодовой, который демонстрирует по текущему году рост 29% по валовому выпуску товаров и услуг. Это вот индикативный план, который мы утверждаем. А что это значит? Вот эти признаки, положительная тенденция, о которой я говорил и перечислял, это говорит о том, что мы на правильном пути. Мы идем к тому, что у нас в Абхазии будет достаточно высокий уровень жизни. Мы уже идем. И показатели, те, о которых я говорил, их легко проверить. Они есть в СМИ, они есть на нашем сайте официальном. То есть это говорит о том, что мы движемся, мы не стоим на месте, мы не откатываемся назад, мы идем вперед. Но есть ограничения, связанные с нашими внутренними возможностями, в том числе и обременениями, такими как там, железнодорожный кредит. Вот в этом году нам пришлось заплатить по железнодорожному кредиту 311 миллионов уже. Нам это вы имеете в виду? Народу Абхазии. Нет, другой разговор, знаете, о том, что, в принципе, мы, собственно говоря, не ожидали, что нам, гражданам Абхазии, придется расплачиваться за этот кредит. Ну, вот я вам назвал цифру 311 миллионов рублей. Это для сравнения бюджет Гулрипшского и Тхошалского района вместе взятых годовой. Вот всего, вот это считайте 1/3 часть нашей страны, вот бюджет этих двух регионов мы практически отдали. Это наши собственные деньги, деньги наших налогоплательщиков. В следующем году, если мы не снимем этот вопрос, значит, эта сумма будет увеличиваться до 500 миллионов, это в кредитном соглашении так написано. Вот. Вы говорили, что существуют сейчас, я так по-своему скажу, такие хорошие знаки того, что и уровень жизни как-то у нас улучшается, и, собственно говоря, экономика продвигается вперед. А вот не могли бы вы вот так вот сейчас, подведя итог нашему первому вопросу, вот суммировать, что это за хорошие знаки такие? Это возможности в первую очередь того, что у нас собственная часть доходная растет. У нас по туристическим объектам, по некоторым, вот Рязанский национальный парк в 5 раз увеличили доходы. Пицунский, знаете, комплекс курортов, там порядка 400 миллионов рублей только там, понимаете, да, то есть это полностью отремонтировано несколько корпусов, есть рост товарооборотов, и качественное сочетание экспорта и импорта меняется, значит. Кстати, несмотря на то, что там есть какие-то сложности в целом, там вообще кризисные, да, мировые, у нас в текущем году количество предпринимателей, юридических лиц зарегистрированных, не просто зарегистрированных, а тех, кто встал на налоговый учет и платит налоги, увеличилось на более чем 100 единиц. То есть это вот такие вот небольшие островки, которые в целом дают такую позитивную картину. По линии нашего ведомства, конечно, наше ведомство считается одним из ключевых ведомств в правительстве, экономическое ведомство, и действительно много вопросов к нашему ведомству. Вы знаете, первое, наверное, то, что прозвучало и звучало в СМИ большую огласку, это, конечно, подведомственные предприятия
Министерства экономики. Помните, проверка была... Подведомственные мероприятия, это РУПы, так называемые. РУПы, да, контрольная палата Республики Абхазия провела контрольные мероприятия, выявлены были, это впервые такое было, хочу напомнить, в истории Абхазии, что так масштабно проверялись подведомственные нашему Министерству предприятий. Для чего это было нужно? Для того, чтобы выявить все недостатки, выявить все проблемы, сгруппировать и преподнести нам для того, чтобы это такой императив, чтобы мы эти все недостатки устраняли. Хочу сказать, что практически ровно год назад, мы собрали всех руководителей предприятий в один зал, озвучили все проблемы, сказали, что мы должны эти проблемы решать вместе. На сегодняшний день порядка 70% этих проблем мы уже решили. Вот конкретный результат хотелось бы услышать. Мы знаем, что в основном эти РУПы, они были все убыточные. А да, что произошло теперь? Убыточные. Ну вот смотрите, есть предприятия, которые по сегодняшний день остаются, к сожалению, убыточными. Есть предприятия, которые сейчас находятся на стадии ликвидации, которые не имеют никакой перспективы. Вот, к примеру, там Сухумский мясокомбинат, да, условно говоря. Он как бы числится как мясокомбинат, но там нет ничего того, чтобы вот вы приедете, да, там нет уже даже здания, только территория. Поэтому это уже не предприятие, там комбинат, это уже территория. Поэтому тут надо искать новую форму. Вот буквально сегодня было совещание с руководителями, очередное совещание с руководителями этих предприятий, и мы вот вместе ищем пути. Много разных. Вот, например, компания «Абхазтоп». Мы ее получили с компанией убыточной. Последние, там, я не знаю, там, порядка 10 лет, по-моему, компания вообще не была убыточной. Более того, компания была должна более 77 миллионов рублей. Вот такую компанию мы получили. Сегодня мы все... Это Абхазтоп, это те, Абхазтоп, кто занимается бензином? Да, да. Вот, и это было вот настолько убыточное предприятие, да, то есть столько лет. И плюс задолженность в виде 77 миллионов. Мы эту задолженность на сегодняшний день погасили уже. То есть это тоже на наши плечи легло, да? Да. Налогоплательщиков. Ну, это за счет прибыли предприятия. Мы увеличили прибыль предприятия за счет определенных мер. Компания «Абхазтоп» является в лице абхазского государства участником компании РН Абхазии, компании заправочные комплексы «Роснефть». Там доля абхазского государства 49%. Как раз компания «Абхазтоп» является вот участником этой компании. Вот здесь и через прямые обязанности этой компании по реализации топлива тоже мы извлекли прибыль. На сегодняшний день мы закрыли вот эти долги и выходим уже порядка на 30 с лишним миллионов прибыли. Сейчас у компании «Абхазтоп» появились возможности и мысли. Вот сейчас мы буквально сегодня обсуждали в перспективе широкомасштабной реконструкции всего комплекса хранилища топлива, строительства новых автозаправочных станций. То есть это не очень правильно, когда компания, которая занимается поставками и продажей, вернее, не имеет заправочных комплексов. То есть пошло движение в плюс. Ну, и по другим компаниям есть результаты. В целом, хочу вам сказать, что впервые за много-много лет вообще все подведомственные предприятия Абхазии Министерство экономики перечислили в бюджет страны часть своей прибыли. Вот в этом году впервые это произошло. Эта сумма не такая большая, там порядка 5 миллионов рублей, но тем не менее это произошло. Это вот только начало. В следующем году мы уже значительно эту сумму увеличим. То есть этого никогда не было. Наоборот, уходило из бюджета в части инвестиций. Вы знаете, нами было создано инвестиционное агентство при Министерстве экономики. Это очень важный элемент развития государства. Мы всегда говорим об инвестициях, об иностранных инвесторах, но у нас не было в Абхазии института или инструмента, который бы занимался целенаправленно инвесторами. Сейчас вот этот довольно молодой институт, который мы сформировали, он начал работать. Ведутся работы по привлечению инвестиций. Каков результат вообще? Вы можете сказать о том, вот, что в нашей экономике
и на нашем уровне тоже отразилось в результате вот этой инвестиционной работы инвестиционной компании? Ну, смотрите, во-первых, мы... И вообще, какие инвестиции были такие значительные, привлечены? Во-первых, вот смотрите, что касается инвестиционной привлекательности Абхазии, в первую очередь это формирование делового климата. С чего мы начали? Силами инвестиционного агентства были проведены исследования по методологии Doing Business. Это международная классификация стран, которая определяет уровень и качество делового климата в той или иной стране. По тем исследованиям, которые провело агентство, мы, значит, выявили, картина не очень хорошая. Даже по формальным признакам мы входим во вторую сотню стран. То есть из 200, из 186 стран мы во второй сотне. Это очень плохо. И сейчас инвестагентством подготовлены нормативные акты. Вот буквально сейчас уже начинаем работу по реализации закона об инвестиционной деятельности, который как бы у нас какое-то время был принят, и он не работал. Сейчас прорабатывается. На данный момент инвестиционное агентство ведет переговоры с итальянской группой инвесторов. Объем инвестиций, там, который обсуждается, порядка 700 миллионов рублей. Это Чимчирский район, это сельское хозяйство. Плюс инвестиционное агентство сейчас ведет переговоры, и буквально на днях была встреча с одним из инвесторов, который хочет в Гагарском районе строить филиал своей компании, IT-сектор, это порядка 300 миллионов рублей. Инвестиционное агентство еще у нас работает по сопровождению тех проектов, которые у нас идут по программе 1,2 миллиарда рублей. Вот то, что кредитование, да. И первый проект по этой программе, о ней я, наверное, еще ниже расскажу, будет запущен уже вот сейчас в этом месяце, в октябре, в начале ноября, может быть, если какие-то там сдвиги, это производство, переработка фруктов в Ачимчирском районе. Мы за все это время отобрали 39 проектов, направили в Москву. Уже получено одобрение, то есть подписаны кредитные договора на сумму в совокупности с участием инвесторов, это более 800 миллионов рублей. То есть в целом до конца текущего года и 2017 год включительно по этой программе в Абхазию придет 1 миллиард 200 миллионов рублей, плюс еще средства инвесторов, это почти 1,5 миллиарда рублей. Будет создано рабочих мест больше 500. Это рабочие места, которые высоко оплачиваемы. Мы говорим, допустим, о производстве джемов, то, что завод вот сейчас будет открываться, мы обязательно позовем прессу. Второй проект очень крупный, это порядка 360 миллионов рублей, тепличный комплекс в Ачимчирском районе в селе Кындых. Гостиничный комплекс здесь в городе Сухум, гостиничный комплекс в Гагарском районе, переработка мяса, в Гудаутском районе будет строиться завод. То есть много таких проектов. Это вот как раз инвестагентство сейчас, несмотря на то, что оно довольно молодое и на стадии формирования, вот они сейчас этим плотно занимаются. Тут многие говорят, я опять же ссылаюсь на то, что говорят, что в принципе климат и защищенность вообще-то инвесторов, она не на должном уровне. Вы знаете, Валерий, конечно, у нас есть то, что может отпугнуть инвестора. Но наша задача ведь с вами какая? Мы должны делать лучше. Но итальянцев точно не отпугнет. Особенно, если они из Сицилии. Да, они не из Сицилии, но я думаю, что... Вы знаете, вот мы должны с вами работать над тем, чтобы климат был лучше, создавать условия, и несмотря ни на что работать. Тем более, там уже у нас есть определенные наработки. Я хочу вам сказать, что впервые за все время оказания Российской Федерации помощи Абхазии мы добились, в этом году приняли 29 июля нормативный акт, о том, что из инвестиционной программы, то есть вот от безвозмездная помощь Российской Федерации, которая оказывается, свыше 900 миллионов рублей будет направлено на поддержку как раз реального сектора. То, о чем мы всегда говорили, вот в 2017 году мы уже начнем реализовывать. Это 900 миллионов рублей. Плюс к тем 1,2 миллиарда, которые
я говорил. Это как раз вот тоже нормативный акт был разработан Министерством экономики, согласован с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Очень длительные были переговоры, нашли взаимопонимание, в конце концов приняли. Хотелось узнать все-таки, вот какой основной проблемный вопрос вообще вот у нас сейчас в экономике и в вашем ведомстве? Что является основной главной проблемой? Ну, проблем у нас много в стране. Есть определенные моменты, связанные с несовершенством законодательства. И иногда даже законодательство есть, а его правоприменительная практика очень в этом плане есть. Поэтому Министерством экономики за этот 1,5 года мы более 20 нормативных актов подготовили. И сейчас еще работаем. Это связано с лицензированием, с улучшением улучшение климата предпринимательской деятельности. Сейчас мы работаем над усилением закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля. Иногда фискальные структуры или те, кто проверяет, прямо игнорируют эти вещи. Мы же создали при Министерстве экономики совет, который состоит из предпринимателей. Теперь у нас есть возможность получать прямой доступ к информации. Вот один из участников этого совета руководитель одной очень известной в Абхазии юридической компании. Вот он нам признался, что он ведет более 23 дел в суде, которые именно связаны с проверками бизнеса, незаконными действиями со стороны правоохранительных. Ну, законные они, незаконные определит суд, конечно, но тем не менее проблема это есть. Есть вторая проблема. Это, конечно, большой дефицит финансовых средств в экономике нашей страны. А наш вклад вообще в бюджет, он пока, он хоть и растет, как вы говорите, но не очень значительный. А что делается так, чтобы рост увеличивался нашего вклада собственного? Во-первых, это, еще раз вернусь к тому, что увеличение эффективности всех направлений государственных предприятий, собственности. Мы по части госпредприятий, я, кстати, не отметил, что мы увеличили арендные платежи в некоторых направлениях в 10 раз, там были смешные ставки. Тем не менее, все равно, даже если мы будем все возможности наши внутренние использовать, это все равно будет недостаточно. Нужно привлекать иностранные инвестиции, нужно привлекать деньги в банковскую систему, потому что сегодня кредит получить очень сложно для наших предпринимателей. Денег фактически бывает, их нет. Ставки по процентам очень высокие, не выше уровня рентабельности. Деньги короткие. Кстати, на встрече двух президентов, Рауля Джумгача Хаджимба и Владимира Владимировича Путина, был такой поставлен вопрос, была просьба со стороны абхазской стороны, она была услышана, кстати, чтобы российская помощь оказала поддержку для того, чтобы мы могли увеличить капитализацию Национального банка на 2 миллиарда рублей. Это одобрение российского руководства на это есть. Сейчас это реализуется вопрос. Сейчас идут переговоры между Национальным банком Российской Федерации и нашим Национальным банком. И Минфин имеет тоже наше поручение оказывать содействие. Я думаю, что до конца года это решение все-таки будет уже реализовано. И в следующем году мы уже какие-то первые шаги в этом направлении увидим. Это даст еще дополнительные возможности для нашей банковской системы, чтобы насытить ее ликвидностью, чтобы наши предприниматели получали кредиты. Более того, там есть еще другие наработки. Мы сейчас в Министерстве экономики 2 программы разрабатываем. Сейчас мы их будем вносить в бюджет. Это, конечно, поддержка через кредитование, то есть мы будем предоставлять Национальному банку субординированный кредит, который пойдет дальше коммерческим банкам, чтобы они могли кредитовать. Это касается компенсации затрат на обслуживание кредитов для предпринимателей. И плюс еще, вот с чем мы столкнулись, когда мы реализовывали программу в 2015 году, с тем, что у предпринимателей, особенно у начинающих, нет необходимых навыков. То есть, как работать, они очень хорошо знают, но, к сожалению, не все знают, как там оформлять документы, как работать с банками. И в 2017 году мы хотим реализовать, сейчас мы с университетом Абхазским государственным работаем, программу по обучению начинающих предпринимателей. Более того,
Не так давно, вот на днях было совещание у президента, было поручение разработать нормативный акт, который предоставляет налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. Это впервые в Абхазии такая мера будет предусмотрена, хочу вам сказать. И мы сейчас подготовим закон, который будет начинающих предпринимателей освобождать от налогов от 1 до 3 лет. То есть это о чем говорит? О том, что иностранным крупным инвесторам мы даем льготы налоговые, освобождаем их от налога на прибыль, налога на имущество, а те предприниматели наши внутренние, которые начинающие, мелкие, они как бы должны платить сразу налоги. Понимаем их ситуацию, поэтому вот такое решение было принято. Вот в целом, если говорить по те 2 миллиарда, 900 миллионов, о которых я сказал, будут в порядке софинансирования инвестиционных проектов привлечены, и плюс 1,2 миллиарда, и плюс инвестиционная программа, которая на 2017 год рассчитана, в совокупности, если добавить еще частные инвестиции, это порядка 10 миллиардов рублей. Это 2017-2018 год прямо или косвенно придет в нашу экономику. Ну, у нас происходили сейчас изменения в правительстве. Вот в связи со сменой правительства, есть ли изменения вот как-то в подходах или направлениях в экономике? Вы знаете, есть самое главное, что хочу отметить. У нас есть стратегия социально-экономического развития, которая принята правительством прошлым, утверждена, она одобрена президентом. Важно, чтобы сохранялась в хороших начинаниях преемственность и последовательность. Даже если взять наше ведомство, министерство, мы всегда на связи, я лично на связи с бывшими министрами, это с Давидом Ирадян, с Николаем Ачба. Мы всегда, и есть вещи, которые еще начинались при Давиде Акоповиче, и сейчас мы их продолжаем. То есть в хорошем плане всегда должна быть последовательность. Конечно, для нового правительства поставлены такие жесткие задачи президентом, и новый премьер-министр, безусловно, полон решимости все это реализовать. Сейчас, если вы внимательно слушали обращение премьер-министра, он ссылался и на стратегию социально-экономического развития, говоря о том, что в основу принимаемых нами решений, реализуемых нами решений, будут использованы материалы стратегии социально-экономической. Поэтому здесь изменения только в лучшую сторону должны быть, и есть, они будут. Усиление эффективности, динамики, то есть вот именно такие требования стоят сегодня и перед нашим ведомством со стороны премьер-министра, ну и в целом перед правительством. Конечно, очень много обнадеживающего мы тут с телезрителями услышали. Вот что нас ждет в будущем, к примеру, скажем, через лет 5? Власть открыта, власть в лице президента, премьер-министра, Министерства экономики, других наших коллег. Мы абсолютно открыты. Более того, с любым, значит, кто считает нужным, необходимым говорить о развитии, о будущем, о проблемах, которые есть в экономике, неважно, оппозиционного толка, неважно, мы готовы говорить, обсуждать, мы одна семья, мы должны эти проблемы говорить. А если взять в целом страну, что нас ждет через 5-10 лет? Вот если взять стратегию, если взять планы правительства утвержденные, у нас с вами, как у государства, как у народа, есть уникальные возможности. Мы имеем все с вами для того, чтобы жить с высоким уровнем жизни. Что нам мешает? Вот если мы сами себе все не испортим, может это грубо звучит, да, то все у нас будет хорошо. Что нам нужно для этого сделать? Нам нужно продолжать ту работу, которая идет не только сегодня, которая велась и вчера. Еще раз говорю, есть стратегия у нас. Сейчас с Министерством экономики и в рамках Совета по экономическому развитию и реформам и с помощью абхазской и московской диаспоры, финансовой помощи, привлечены эксперты, мы работаем над программой. Мы призываем всех подключаться к этой программе и к стратегии. Давайте будем говорить о развитии. Давайте эти документы, которые лягут в основу принятия решений правительствами, не только нашим, там, следующим, другими, мы всех призываем, давайте
Давайте садиться и обсуждать. И разрабатывая эту программу в развитии стратегии, мы видим, как специалисты, что у нас есть все возможности для того, чтобы мы с вами, как народ, жили очень хорошо. У нас для этого есть все. Есть огромный российский рынок, который жаждет нашей продукции. У нас потрясающий климат, где мы можем выращивать практически все. У нас есть потрясающие рекреационные возможности для того, чтобы сюда приезжали туристы. У нас есть полезные ископаемые, у нас есть термальные источники, у нас есть прекрасные источники, значит, минеральной воды. У нас есть все для того, чтобы обеспечить качество. Будем надеяться на то, что в конечном итоге мы все обеспокоены, естественно, не только своим уровнем жизни, но и судьбой нашего государства. И именно забота о судьбе государства приведет нас вот к этому такому единению, которое будет эффективно и продуктивно. Я думаю, что у нас еще будет с вами возможность встретиться, рассказать и ответить на те вопросы, которые есть у людей, и, может быть, в другом формате. Еще раз говорю, мы готовы говорить на тему реальных проблем, которые есть в нашей стране, и на тему, как эти проблемы решать. Мы абсолютно реальной экономики и ее перспективы. Конечно. Да. Огромное спасибо вам еще раз. Всего доброго нашим телезрителям пожелаем. Будьте здоровы.